О самых заметных событиях расскажем в программе «Итоги дня». В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. И вначале коротко о главных темах к этому часу. Центробанк анонсировал массовое внедрение цифрового рубля после завершения пилота. Отмечается, что банки уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля. Несвоевременная поставка вакцины против кори, краснухи и паротита, отмечаемая во всех регионах России, стала причиной нехватки в регионе. Ситуацию прокомментировали в Министерстве здравоохранения республики. В рамках Международного дня борьбы против рака проходит неделя профилактики онкологических заболеваний. Отмечается, что в Якутии более 12 тысяч человек состоят на онкологическом учете. В зону проведения специальной военной операции прибыла очередная партия снегоболотоходов «Сокол» из Якутии. По пожеланиям бойцов, производители проводят постоянную доработку и модернизацию своей техники. В Якутске в круглосуточном режиме продолжается уборка снега. Ежесуточный выход снегоуборочной техники составляет порядка 100 единиц, дорожных рабочих около 50 человек. Центробанк анонсировал массовое внедрение цифрового рубля после завершения пилота. Отмечается, что банки уже подписали договор о присоединении к платформе. Банк России теперь настраивает свои системы, чтобы войти в пилотный проект, когда он будет расширен. Список таких кредитных организаций появился на сайте регулятора и будет обновляться. Сейчас в тестировании операций с реальными цифровыми рублями принимают участие 13 банков, около 600 граждан, а также почти 30 торговых и сервисных компаний. Айсен Николаев провел встречу с руководителем управления Россельхознадзора по Амурской области и Якутии Яной Любченковой. Руководители обсудили ветеринарно-санитарную обстановку в республике, в том числе вопросы перемещения животноводческой продукции, животных, вакцинации и предотвращения ввоза инфекций. Яна Любченкова отметила, что совместная работа управления с Департаментом ветеринарии региона в республике проводится с участием нескольких лабораторий научно-исследовательского института. Одним из основных вопросов, требующих совместного внимания, является снабжение организации продуктами от местных производителей, а также контроль за качеством и безопасностью поставляемой продукции. В зону проведения специальной военной операции прибыла очередная партия снегоболотоходов «Сокол» из Якутии. Первые «Соколы» были доставлены в отряд «Барс-2» в феврале прошлого года и с тех пор регулярно поставляются в воинские части. Машины зарекомендовали себя очень хорошо, а производители проводят постоянную доработку и модернизацию своей техники, прислушиваясь к пожеланиям бойцов. Сотрудники, которые выпускают эти «Сокола», всегда очень внимательно относятся к пожеланиям с фронта. Они постоянно дорабатываются, используются уже и как боевая единица. Я уже рассказывал, сюда ставится автоматический гранатомет, и он активно используется. Иногда используется для противотанковых управляемых ракет. В кузов устанавливаются эти системы. Сотрудник национальной нефтегазовой компании «Сахат Транснефтегаз» Алексей встретился лично со школьником, от которого получил письмо солдату, будучи в зоне СВО. По его словам, они получили гуманитарную помощь, где были вложены письма солдатам от детей. Его растрогали теплые слова поддержки, и по приезду в Якутию он решил лично встретиться с автором письма Вовой и поблагодарить за слова поддержки и вручить подарок. Они побеседовали о жизни в военно-полевых условиях, необходимых для каждого военнослужащего навыках и любви к родине. Алексей отметил важность того, чтобы люди, которые участвуют в СВО, чувствовали поддержку и внимание со стороны жителей республики. В Минздраве Якутии прокомментировали нехватку вакцин от кори. По информации ведомства, несвоевременная поставка вакцины против кори, краснухи и паротита отмечается во всех регионах России. Напомним, 29 января в республику поступило 1280 доз комбинированной вакцины для детей. Их распределили по детским поликлиникам Якутска. Поступившая вакцина предназначена для детей, которые пропустили плановые прививки по национальному календарю профилактических прививок в прошлом году. С 29 января по 4 февраля в рамках Международного дня борьбы против рака проходит неделя профилактики онкологических заболеваний. Отмечается, что в Якутии более 12 тысяч человек состоят на онкологическом учете. Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики с Якутским республиканским онкологическим диспансером провели лекцию о самодиагностике рака молочной железы женской половине коллектива Якутского хлебокомбината. Подобные мероприятия среди населения помогают выявлять первые признаки заболевания с помощью самодиагностики. Сегодня мы проводили лекцию, посвященную самообследованию молочных желез, и это самообследование является одним из важных таких
важных привычек для женщин, для того, чтобы определять возможное развитие рака молочной железы, именно направленное для выявления на ранних стадиях. В ближайшее время мы хотели подготовить по опухолям дна полости рта, вообще полости рта, да, и, конечно, мы можем такие лекции подготовить, чтобы зачитать их населению. Лесные пожары – это не только огонь и выбросы углекислого газа в атмосферу. Чтобы изучить последствия пожаров, которые могут повлиять на экологическую обстановку в республике, «Алроса» инициировала и профинансировала проект по исследованию влияния пожаров на экосистемы Якутии. Проект реализован совместно с якутскими учеными. О том, что выявили ученые по итогам двухлетней работы, узнаем из следующего сюжета. Работы по детальному изучению пожаров и их влияния на экосистемы Якутии такого масштаба проводились впервые. Ученые охватили данные с 1955 года по наши дни. Было проведено 16 экспедиций. В рамках проведения экспедиционных работ были исследованы все экологические аспекты. 45 водных объектов прошли исследования по геохимическим исследованиям. Особенно большое влияние уделялось почвам. Здесь были исследования порядка 143 проб. Было установлено, что по состоянию на сегодня древесная растительность находится либо в самой начальной своей стадии восстановления, либо еще не началась. Для более углубленного изучения материалы проб отправлялись в Москву. Ученые выяснили, что парниковый эффект и повышение общей температуры воздуха усугубляет экологическую обстановку, что неблагоприятно сказывается на территории многолетней мерзлоты. Здесь происходит изменение химического характера, говорят ученые. В тех местах, где есть ледовый комплекс, наши мерзлотоведы, они выявили все эти места. Известно, что там могут произойти термокарстовые процессы, термоэрозионные, криогенные процессы, влияющие на сам ландшафт. Изменяется ландшафт, изменяется полностью растительность, изменяется вплоть до образования вот этих термокарстовых озер и так далее. Как бы ни были губительны пожары, республике повезло в экологическом плане с древесными породами. Ель, сосна, лиственница способны к самовосстановлению. Потенциал в республике очень высок. Это подтверждают результаты исследований. Однако на полноценное лесовосстановление необходимо в лучшем случае около 80 лет. Деревостой остается на корню, живой. Погибает только нижняя часть сообщества, там накопленный, допустим, хлам, да, и травы, кустарники, лишайники могут сгореть, но при этом древостой остается живой. И в итоге после таких даже пожаров есть даже положительный момент, когда возобновление начинает еще лучше развиваться, когда появляется новый подрост, новое поколение лесов, и наоборот возобновление лесов идет очень активно, успешно. За время проведения исследований экологи «Алроса» провели лесовосстановительные работы на более чем 230 гектарах. В этом году алмаздобывающая компания планирует продолжить работы. На 2024 год, естественно, соответствующий сезон, это теплая устойчивая температура, мы планируем провести лесовосстановительные работы на еще 290 гектар. То есть все эти гектары будут на территории Республики Саха-Якутия. Так компания «Алроса» вносит свой вклад в помощь природе для восстановления тех участков, которые были нарушены после лесных пожаров. Таким образом, полный комплекс полевых работ поможет ответить на вопрос, чем человек может помочь природе. И несмотря на то, что необходимость пожаров продиктована законами природы, бороться с ними все же необходимо. Возможно, благодаря работе, которую проводит «Алроса», стоять на страже якутских лесов будет гораздо проще. Надежда Саханская, Айтал Колесов, Якутск. Итоги работы за прошлый год подвело Министерство экологии Якутии. Также обсудили предстоящие планы. В этом году ожидаются некоторые изменения в сезоне охоты на водоплавающую дичь, также на рогатых и копытных животных. Одной из основных задач назвали защиту окружающей среды. Так, если раньше допускалось множество нарушений при добыче золота, то в прошлом году крупная фабрика «Кулар» провела в этом направлении большую работу. Кроме этого, Министерством экологии введен новый метод «зеленые платежи». Он позволяет охотникам получать разрешения онлайн. Вместе с тем проведено множество мероприятий, направленных на сохранение экологии, в частности, в водном хозяйстве. В Якутске в круглосуточном режиме продолжается уборка снега. Ежесуточный выход снегоуборочной техники составляет порядка 100 единиц. Дорожных рабочих около 50 человек. На борьбу со стихией выходит не только техника, но и обычные дворники, вооруженные метлой и лопатой. В Якутске привлечены порядка 117 дворников, которые расчищают прилегающие
территории, тротуары и общественные места. Подробности в следующем материале. Вот он идет уже, все, вот он идет. Незаметный и незаменимый труженик, стоящий на страже чистоты в круглосуточном режиме, дворник Евгений Дьяконов следит за чистотой двора жилого дома порядка 10 лет. Долгое время он работал врачом-рентгенологом, затем, когда вышел на пенсию, стал дворником. Решил выбрать физический труд и не пожалел. Понравилось мне на свежем воздухе, потому что как-то движение, я вот люблю вот этот здоровый, не люблю сидеть в теплых помещениях без движения. Как-то мне понравилось. Физическая потребность такая была. Я согласился. Вооружившись своим оружием изо дня в день, из года в год, Евгений Георгиевич поддерживает чистоту придомовых территорий, подъездных дорожек и тротуаров. Бывают случаи, когда приходится выходить за рамки обычного рабочего дня, ориентируясь на погодные условия. Например, я с вечера вижу, снег идет, всю ночь, наверное, будет идти. Я встаю пораньше, могу в 4 утра встать, в 5, чтобы люди не затоптали, удобнее было подметать этот. А если нет, то чуть попозже можно, когда снегу нет. Да. А так официально мы с 8 работаем, да? И до 3, до 4 вот этот рабочий день. Жильцы домов знают своего героя в лицо, здороваются, улыбаются и хвалят. Я довольна, конечно, очень довольна. Молодцы, хорошо работаете. Его коллеги отмечают, что на таких, как Евгений Дьяконов, можно положиться в любую погоду. Порядок и чистота во дворе гарантированы. Очень ответственный, добросовестный, качественно выполняет работу. На всякий, когда бы я ему не позвонила, он бежит в любой момент, в любое время. Он чистит, участки у него чистые, очень ответственный человек. Борьба со снегом и льдом в таком регионе, как Якутия, требует особой концентрации и усилий. Раньше дворники работали по системе аутсорсинга, то есть дворники были приходящими из других организаций. Однако это оказалось неэффективным, поэтому окружной администрацией столицы принято решение ввести муниципальных дворников в штат управ. Теперь сами округа принимают дворников на работу. Если раньше у нас дворники получали примерно 13-15 тысяч, сейчас они получают заработную плату не ниже уровня МРОТ. Дворники у нас также обеспечены полным соцпакетом, то есть они могут уйти на больничный, у них есть отпуска, также есть ежеквартальные премии. И с конца прошлого года мы ввели практику, что у них появился бесплатный проезд на наши маршрутные автобусы. Якутск стремительно растет. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», инициированным президентом страны Владимиром Путиным, строятся и реконструируются дороги, тротуары и улицы. Поэтому с февраля будет увеличена площадь уборки, всего 123 улицы. Работы будут вестись в усиленном режиме, вплоть до наступления устойчивых положительных температур. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Этой зимой в Мирном коммунальщики вывезли более 8 тысяч тонн снега. В столице Алмазного края очистка улиц ведется ежедневно. Более подробно смотрите в следующем материале. Ежедневно на городских дорогах и тротуарах работает несколько десяток единиц и техники и дорожных рабочих. Первоочередным порядком очищаются остановочные карманы, подходы к пешеходным переходам, тротуары во всех районах города. Так, каждую неделю вывозится более 800 тонн снега в полигоны. На сегодняшний день у нас порядка 13 единиц техники. А именно, то есть, перечислять, я думаю, не стоит. То есть техники хватает, да, она старая, мы ее постоянно, не старая, то есть, так скажем, постоянно модернизируем, техника ломается, она постоянно у нас на дорогах, с разными перепадами температур со всеми. Техники у нас хватает, дорожных рабочих тоже у нас хватает, дорожный состав у нас порядка 8 человек, именно дорожные рабочие, да, которые занимаются непосредственно осуществлением расстановки знаков, да, по улицам, да, по проезду машин, чтобы не мешали, беспрепятственно у нас могла техника наша работать, то есть осуществлять зачистку улиц. По городу ведется очистка пешеходных переходов, подходах к объектам социальной сферы, парков и скверов. Применяется как и механизированная уборка снега, так и ручная. Я думаю, что очень хорошо. Самое главное, что постоянно и вовремя. Всегда чистить и дороги, и тротуары. Нет людей, не хватает. Техники не хватает, организации так нормально стараются, как могут, так стараются.
Вот так очистка города от снега ведется в активном режиме. На улицах алмазной столицы трудятся работники по дорожному хозяйству и благоустройству города, подрядных организаций, а также управляющих компаний. Держат ситуацию со снегом на контроле во дворах и на придомовой территории. Единственное препятствие – это автотранспорты, которые в назначенное время не убирают хозяева железных коней. Анна Васильева, Мирный. В Алданском районе продолжается переход льготных категорий граждан на карту жителей Якутии. С ее помощью ветераны труда, тыла и лица, имеющие группу инвалидности, теперь могут оплачивать проезд в муниципальном транспорте. Ранее эта услуга предоставлялась на социальный проездной билет. Работу по информированию жителей Управления социальной защиты населения по Алданскому району проводит совместно с главами поселений и перевозчиками. Пользоваться муниципальным транспортом на льготных основаниях можно по всей республике. Сейчас достаточно приобрести, оформить эту карту. Карту жителя Якутии. Оформляется она через Алмаз РГН банк, в том числе в нашем алданском отделении. И то есть на будущее, то есть гражданам не нужно будет никуда ходить, приобретать эти билеты. То есть достаточно будет пополнять ежемесячно на сумму 567 рублей. И, соответственно, они будут пользоваться по территории всей республики, смогут пользоваться услугами общественного транспорта на льготных основаниях. В Якутии прошло открытие 2 новых спортивных залов. Ранее занятия по физкультуре для учеников средних общеобразовательных школ номер 10 и номер 20 проходили в внутришкольных спортзалах, которые не отвечали всем их требованиям. Потому для учебных учреждений были построены отдельные школьные спортивные залы. Подробности в следующем сюжете. Для учеников 20 и 10 школ были необходимы новые спортивные залы. Особенно остро стоял вопрос с занятием по физкультуре у детей 20-й школы, так как отдельного специализированного помещения для этого у них не было. Временным решением проблемы стало переоборудование одного кабинета под спортивный зал. У нас в школе кабинет оборудован под спортивный зал, но его, конечно, нам не хватает, потому что в школе учатся 1300 детей. И в одно время мы ездили в спорткомплекс Дахсун, ну и соседние школы тоже помогали с предоставлением спортивного зала. Решением проблем стал проект 250 модульных спортивных школьных залов, реализуемый в рамках мероприятий по социальному развитию Дальневосточного федерального округа. Приуроченные к году детства спортивные модульные объекты для учебных заведений были возведены по президентской дальневосточной субсидии. Мы очень рады, что город поддержал этот проект, и сегодня радостное событие для наших ребятишек. При этом нужно отметить, что выбор школ пал не случайным образом. Школа номер 10 – это активный участник спортивных мероприятий, а также имеющий высокие достижения по Кёкусинкай. Они являются также призерами Дальнего Востока по этому виду спорта. Поэтому этот вид спорта будет здесь однозначно поддержан и будет развиваться. Спортзалы укомплектованы всем необходимым оборудованием. Они будут использоваться как для школьных занятий, так и для дополнительной спортивной деятельности по различным видам спорта, таких как Кёкусинкай. На мой взгляд, получилось самые настоящие современные спортивные залы, где можно заниматься полноценно уроками физической культуры и спортом. У меня в планах заняться волейбольной секцией, организовать, так сказать, команду в нашей школе, сделать нашу сборную и уже играть и работать с ней. Напомним, Владимир Путин поставил задачу к 2024 году вовлечь в регулярные занятия спортом не менее 55% населения страны. В 2024 году в рамках президентской субсидии планируется строительство дополнительно 3 спортивных залов в отдаленных районах республики. Всего в школах Дальнего Востока планируется ввести до 250 новых модульных спортивных залов. Тимур Калмогоров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Завершился Кубок главы Якутии по классическим шахматам. Соревнования проводились в 9 туров. Республику в этом году представили 45 шахматистов. Всего турнир собрал порядка 60 человек из более чем 10 регионов. Также в нем приняли участие 6 международных гроссмейстеров. Подробнее узнаем у моей коллеги Марины Захаровой. Мы с вами находимся в Национальном художественном музее на торжественном закрытии Кубка главы Республики Саха-Якутия по классическим шахматам. В этом году участие приняли 58 шахматистов из 11 регионов.
Возрастной охват составил от 11 лет до 80. Очень много шахматистов, как с нашей республики, так и со всей страны, решили попробовать свои силы. И как показали соревнования, даже если вам кажется, что победа ускользает из ваших рук, вы все еще в силах все изменить. А пока мы ждем с вами результатов турнира, я предлагаю вам послушать ответ самого юного участника соревнований, ответ которого мы записали чуть ранее. Сегодня я играл тоже с сильной соперницей, Васильевой Ириной, и в итоге из дебюта вышел хорошую для меня позицию с лучшим качеством, но мы играли с ней около 4 часов, и у меня осталось 2 минуты, и я в итоге зевнул слона, и у нас оказалась ничейная позиция, но меня давило время, и она смогла выиграть, выиграв мои пешки, и у нас перестало быть материальное равенство. Награждается медалью, сертификатом на сумму 250 тысяч рублей и кубком. Мы с вами и узнали имена 3 победителей турнира. Что ж, поздравим их с победой и пожелаем дальнейших успехов. А я напомню, что общий призовой фонд составил 1 миллион 240 тысяч рублей, из-за чего данному турниру была присвоена высшая. Благодаря этому турниру был присвоен высший статус турнира по шахматам, категория А. Также из интересного можно отметить то, что во время турнира 6 гроссмейстеров проводили мастер-классы, в которых приняло участие порядка 200 человек. А некоторые наши тренеры республики в рамках этих же мастер-классов прошли курсы по повышению квалификации. На этом у меня все. Передаю слово студии. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Ну а я с вами прощаюсь. Оставайтесь на нашем канале.